Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию серию книг «Мировая классика». Это прекрасная серия книг, в которую входят шедевры мировой литературы. Писатели и поэты, повлиявшие на творчество многих современников драматического, приключенческого, модернистского жанров. Авторы, чьи произведения включены в большинство серий золотых изданий. Множество человеческих судеб, характеров, невероятных ситуаций, рассказов о взрослении и деградации, сатирических отсылок к государственному строю и ненужным социальным нормам. Все это вы можете прочитать в этой серии. И начать я хочу с романа Луизы Мэй Алкотт «Маленькие женщины». Это роман, на котором воспитывалось не одно поколение читателей по всему миру и стал одним из первых произведений для девочек, написанных в жанре семейной саги. Впервые опубликованное в 1868 году в США, это произведение было переведено более чем на 50 языков и положено в основу 6 фильмов, 4 сериалов, несколько опер и спектаклей. В семействе Марч подрастают 4 дружные, но не похожие друг на друга сестры. Романтичная Мэг, взбалмошная Джо, тихоня Бет и своенравная Эми. Вместе с матерью, дожидаясь возвращения отца с войны, девочки проходят непростой путь взросления, на котором им встречаются лишения и награды, смертельные опасности и бескорыстная помощь, ложные ориентиры и настоящие друзья. Романы Марка Твена знают все. Его Тома Сойера знают и любят даже те дети, которые обычно равнодушны к книгам. А я хочу рассказать о другом знаменитом романе Марка Твена, который для многих становится первым рыцарским романом. Это «Принц и нищий». «Принц и нищий» – красивая сказка, написанная в 1881 году, выросшая на историческом материале, и в центре ее преображение героев. Действие книги происходит в Лондоне в 1547 году, когда страдающий от отцовских побоев мальчик-бедняк по имени Том Кенти попадает в королевский дворец и меняется одеждой с удивительно похожим на него принцем Эдуардом. Вскоре маленькому нищему вследствие кончины старого короля выпадает уникальная возможность править целым государством, а юный принц получает урок за уроком от своих беднейших подданных. Сюжет этого романа использовался в многочисленных комиксах, мультфильмах, кинофильмах, а также на него была поставлена опера. А любите ли вы читать сказки? Я думаю, да. И я хочу предложить вам почитать сказки. Среди памятников мировой литературы очень мало таких, которые могли бы сравниться по популярности со сказками «Тысячу и одной ночи», завоевавшими любовь читателей не только на Востоке, но и на Западе. Трогательные повести о романтических влюбленных, увлекательные рассказы о героических путешествиях, забавные повествования о хитростях коварных жен и мести обманутых мужей. Сказки о джиннах, коврах-самолетах, волшебных светильниках, сказки, зачастую лишенные налета скромности, служили для развлечения не одного поколения взрослых. В настоящий сборник вошли знаменитые сказки про Али-Бабу, Синдбада-морехода, Аладдина и другие, не менее удивительные, захватывающие и таинственные, воплощающие всю прелесть и красоту средневекового Востока. Дорогие друзья, если вас заинтересовали произведения, предложенные мною, приглашаем вас посетить нашу библиотеку.